Я хочу поговорить с тобой честно и с любовью о некоторых важных вещах. В вашей жизни есть ситуации, которые требуют вашего внимания и проницательности. Приближается неминуемая опасность, которая может причинить большие страдания и потери. Крайне важно принимать правильные решения, чтобы защитить не только свою жизнь, но и жизнь своих детей и своей семьи. Теперь Бог обращается прямо к твоему сердцу и говорит: «Сын мой, я жду здесь, чтобы ты вернулся ко мне всем своим существом. Я знаю, что мир пытается отвлечь тебя и отвлечь тебя, но я хочу, чтобы ты знал это. Я рядом с тобой, готов помочь тебе преодолеть любые препятствия. Не позволяй страху или сомнению помешать тебе искать покой, который могу предложить только я. Доверься мне и отдай себе все. У Бога есть чудесный план для вашей жизни, план надежды и процветающего будущего. Но для этого надо покаяться в своих ошибках и с чистым сердцем обратиться к Нему. Тревога и страх – это не то, чего хочет для вас Бог. Он хочет, чтобы вы жили в мире, здоровье и процветании. Важно осознавать эти ловушки и искать божественного руководства, чтобы преодолеть их. Не увлекайтесь пустыми обещаниями или чувством отчаяния. Вместо этого доверьтесь Богу и добрым дружеским отношениям, которые Он окружает вас. Ищите истинное освобождение и прощение и оставьте позади весь груз прошлого. Бог призывает вас на новый этап, где вы освободитесь от тисков зла и негативных влияний. Молитесь, ищите Его присутствие и следуйте Его путями мира и благословения. Не забывайте доверять Ему во всех обстоятельствах, зная, что Он верен, чтобы направлять и защищать вас. Напишите «Бог – мое прибежище и моя сила», чтобы заявить о своей вере сегодня. Бог сейчас обращается непосредственно к тебе, мой дорогой сын. Я хочу обильно благословить вас во всех сферах вашей жизни. В ближайшие несколько дней вы получите много денег, если доверитесь мне и будете двигаться вперед с верой. Приготовьтесь к череде неожиданных благословений, чудесных новостей и чудес, которые изменят жизнь. В течение этого месяца ваше счастье будет восстановлено, вы пройдете процесс исцеления и ощутите рост в различных направлениях. Приближаются лучшие дни вашей жизни, несущие с собой бесконечное изобилие побед и подарков. Приготовьтесь принять их с благодарностью и твердой верой. Комментарий готов принять. Доверившись Богу, вы увидите, как чудеса происходят на ваших глазах. Если вы поверите в Него, в ближайшие месяцы у вас появятся возможности, которые могут существенно изменить вашу жизнь. Оставаясь до конца, вы откроете двери процветанию и благословениям на своем пути. Будьте готовы увидеть проявление ваших самых искренних молитв. Вскоре вы будете наслаждаться жизнью, полной здоровья и любви. Я закрываю старые двери, чтобы освободить место для новых, которые принесут преобразующие благословения в вашу жизнь. Ваши финансовые вложения вырастут, а положение улучшится. Я хочу подарить вам крепкое здоровье и гармоничные отношения. Это время вашего полного выздоровления. Все, что украдено врагом, например, мир, процветание и цель, будет восстановлено в 2 раза больше. Всегда помните, что надежда на вашей стороне. Доверься моей любви и плану, который у меня есть для тебя.
В этом месяце вас ждет изобилие богатства, процветания, радости, неожиданных услуг и вечной любви. Каждый день на этой неделе будет улучшать ваше финансовое положение, чтобы вы и ваши близкие могли жить безбедно, в том числе и внуки. Я помню, когда ты был далеко от меня, и твоя жизнь казалась бесцельной и безнадежной. Все изменилось, когда ты нашел Иисуса. Доверьтесь моему Сыну, который любит вас, отдал себя за вас и поддерживает вашу жизнь сегодня. Я благодарен тебе за многое, особенно потому, что тебе больше ни за что быть благодарным. Напишите «Аминь», если вы любите Иисуса. Если вы недавно столкнулись с финансовыми трудностями, провозгласите «Господь – мой кормилец». Будьте благодарны за деньги, которые у вас уже есть, и будьте готовы получить больше. Вы испытаете финансовое изобилие, превосходящее все ожидания, что отразится на вашем банковском счете. Потоки процветания текут к вам, даже если ваши действия сосредоточены не только на них. Бог хочет освободить вас от всякого греха. Он беспокоится, что вы можете потерять себя в искушениях этого мира и растрачивать жизнь, которая должна быть счастливой. Сегодня Он хочет тронуть ваше сердце, чтобы показать вам что-то важное. Вы переживаете большое психическое заболевание, которое может иметь серьезные последствия, если вы не дистанцируетесь от этого зла. Он будет пытаться мучить вас всеми возможными способами. Враг хочет заставить вас страдать и посеять недоверие в вашем сердце, используя окружающих вас людей. Бог хочет осветить всю истину в вашей душе. Он может открыть новый этап в вашей жизни и оставить позади все негативные шаги, с которыми вы сталкивались до сих пор. Каждая молитва, которую вы молитесь сегодня, может помочь вам избежать ловушек врага, который попытается нанести травму в вашей жизни. Крайне важно подготовиться духовно к приближению бури и обязательно покаяться во всех грехах. Ангелы предупреждают, что вы можете быть близки к великой трагедии, но Бог может помочь вам избежать ее. Бог хочет спасти вас и освободить от ситуаций, которые могут принести страдания. Он не хочет, чтобы вы попали в ловушки, которые для вас готовятся. Если вы не будете осторожны, вы можете столкнуться с серьезными последствиями, но Бог предлагает вам выход. Он пытается увести вас от зла, задуманного против вас. Он хочет, чтобы вы жили полной жизнью и счастливо, не увлекаясь негативным влиянием. Молитесь, ищите истину и позвольте Богу привести вас к спасению и обновленной жизни. Бог хочет защитить вас от надвигающихся бедствий и помочь вам справиться с трудными семейными проблемами. Он призывает вас действовать сейчас и выбрать путь, ведущий к жизни, и избежать того, что может стать вашим безвременным концом. Поэтому внимательно прислушайтесь к этому предупреждению и принимайте решения, которые принесут пользу вашей вере и духовному благополучию. Бог рядом с вами, готовый вести вас, если вы ищете Его с искренним сердцем. Бог продолжает обращаться к вашему сердцу и говорить: «Сегодня я призываю вас вновь посвятить себя мне». Вместе мы разорвем цепи прошлого и построим будущее, полное света и радости. Я дам тебе силы противостоять искушениям и мудрость, чтобы принимать решения, которые приблизят тебя ко мне. Не позволяйте врагу обмануть вас, говоря, что вы недостойны прощения или что для вас нет надежды.
Это неверно. Я Бог новых начинаний, и я здесь, чтобы обновить вас, восстановить каждую часть вашей жизни. Обещания, которые я дал тебе, все еще в силе. Я обещаю тебе мир, радость и жизнь с избытком, но ты должен сделать первый шаг, открыть свое сердце и позволить моей любви изменить тебя. Комментарий: «Я с Господом Богом моим». Я посылаю вам знаки, расставляю людей и ситуации на вашем пути, чтобы помочь вам найти истину. Не игнорируйте эти благословения. Слушайте мой голос, призывающий вас на путь спасения и вечной жизни. Не откладывайте на потом то, что можно сделать сейчас. Время драгоценно, и каждый день – это возможность стать ближе ко мне. И помни, сын мой, я никогда не оставлю тебя и не оставлю тебя. Моя любовь к тебе вечна и нерушима. Поверьте мне, следуйте по моему пути, и вы увидите, как в вашей жизни произойдут чудеса. Я здесь готов обнять тебя, простить и привести к славному будущему. Продолжайте молиться, продолжайте искать моего присутствия, и я покажу вам великие и чудесные вещи, о которых вы еще не знаете. Я люблю тебя бесконечной любовью, и я здесь, чтобы защищать тебя, заботиться о тебе и благословлять тебя. Поверьте мне, и вы увидите мою славу в своей жизни. Прокомментируйте «Я доверяю» и напишите 33, чтобы вы могли начать избегать всех проблем, которые может предложить жизнь, начиная с сегодняшнего дня. У сатаны не будет привилегии заставить вас упасть, потому что сегодня Бог освободит вас от всего этого. Он просто хочет, чтобы вы проявляли настойчивость, чтобы гарантировать получение Его благословений. Бог велит осознать, что любые отношения, развиваемые под тенью мести, не принесут желаемого мира. Вечная мука для сердца. Истинное спасение заключается в прощении и умении преодолеть боль, превратить ее в шаги к личной и духовной эволюции. Напишите 2222, и с преданностью вы сможете реализовать свои самые сокровенные мечты и открыть для себя полное счастье, которое может принести только любовь, которую предлагает Бог. В трудную минуту всегда помни, что Господь – твое надежное прибежище, и что Его нерушимый покой доступен тебе, несмотря ни на какие препятствия. Ангелы говорят: помните, что месть – это порочный круг, который только увековечивает боль и обиду. Развивайте сострадание и взаимопонимание, ведь это мощные инструменты, создающие нерушимые связи и способствующие исцелению раненых душ. Бог говорит, что жесты – это окна сердца, отражающие то, что происходит внутри тебя. Прежде чем действовать, согласуйте свои эмоции с разумом, чтобы ваши действия были правдивыми и продуманными. Сын мой, Бог посылает тебе предупреждение. Даже в моменты сильных волнений ищи спокойствие, которое приходит от размышлений. Ваши жесты, когда они умеренны и искренни, наводят мосты, а импульсивность может разрушить пути. Ангелы говорят: помните, что каждый жест оказывает влияние на Вселенную и окружающих вас людей. Прежде чем действовать, подумайте, действительно ли то, что вы хотите выразить, отражает послание, которое вы хотите отправить миру. Поймите, что любое действие, мотивированное чувством мести, только отдалит вас от божественного света. Постарайтесь осветить свой путь действиями, отражающими любовь и доброту, ведь это истинные признаки движущейся души.
Ангелы предупреждают: следите за своими мыслями, ведь они – источник всех действий. Когда месть шепчет вам на ухо: выберите высший путь, тот, который поднимет вас над земными мелочами и приблизит к вашей небесной цели. Напишите 4545 и покажите себя искренним христианином, который не стесняется прославлять Господа в своем ежедневном пути словами и делами. Начинайте каждое утро с намерения и заканчивайте ночь вознесением молитв поклонения мне, осознавая свое истинное «Я». Оставьте комментарий 7878, чтобы открыть для себя истинное счастье, которое может принести вам только любовь, которую я предлагаю. В трудную минуту помни, что Господь – твое надежное прибежище, и что Его всепобеждающий мир всегда рядом с тобой. Ангелы укрепляют, тщеславие может ослепить вас, заставить не видеть ловушек, расставленных на вашем пути. Будьте бдительны и укоренитесь в смирении, ибо оно будет вашим проводником и щитом. Ангелы предупреждают: берегите свое сердце от искушения поверхностных вещей. Друзья, которых легко найти, часто быстро исчезают, не оставляя ничего, кроме желания большего. Бог послал вам предупреждение: удовлетворение от поверхностных достижений подобно питью соленой воды. Чем больше вы пьете, тем сильнее вы испытываете жажду. Ищите более глубокие воды, чтобы по-настоящему утолить жажду. Напишите 2828 и покажите себя верным последователем пути Христова, человеком, который всесторонне прославляет Господа не только словами, но и делами веры. Начинайте каждый день с решимости и заканчивайте молитвами хвалы мне, осознающему свое существо. Бог хранит тебя, сын мой. Помните, что у каждого есть свои трудности и достижения. Прославление других так же, как и самого себя, создает атмосферу взаимности и уважения, которая отталкивает такие мелочные чувства, как зависть. Ангелы предупреждают: берегите себя от действий, которые превращают жизнь других людей в кошмар. Справедливость и карма молча наблюдают, и каждое действие оказывает влияние на ткань Вселенной. Бог предупредил вас: действия со злобой или презрением могут временно укрепить ваше положение, но истинная сила проявляется через доброту и сострадание. То, что причиняет боль другим, в конечном итоге настигнет и вас. Бог говорит: противоречить тому, что открыто как истина, значит бросать вызов мудрости, которая ведет вас. У Него есть своя цель на вашем пути, и сопротивляться Ему значит идти против божественного течения. Напишите 86, и, проявив смелость, вы сможете победить свои самые яркие мечты и достичь настоящей радости, которую может подарить вам только моя любовь. Когда возникают трудности, знайте, что Господь – ваша вечная скала и что Его вечный мир с вами, несмотря ни на что. Ангелы говорят: когда вы подвергаете сомнению судьбу, разворачивающуюся перед вами, внимательно подумайте, что говорит громче – ваша интуиция или ваше эго. Истинное руководство мягкое и твердое, его не смущает голоса неуверенности. Бог послал вам предупреждение: когда вы чувствуете, что дорога становится неустойчивой, помните, что вы идете не один. Мое присутствие постоянно, и моя поддержка непоколебима. Доверие ко мне принесет тебе ясность и силу, необходимые для упорства, сын мой. Ангелы говорят: силы, которые пытаются вас сбить,
не более могущественны, чем те, которые вас поднимают. Доверяйте знакам, которые мы посылаем через вдохновение и хороших людей, которые встречаются на вашем пути. Прокомментируйте 3939 и покажите, что вы преданный христианин, прославляющий Господа в каждой детали своей жизни, не только словами, но и осмысленными действиями. Просыпайтесь каждый день с миссией жить верой и заканчивайте день молитвами ко мне, зная истину моего духа. Бог говорит, необходимо открыть глаза, когда окружающие не ищут тебе добра. Бдительность убережет вас от ловушек, которые стремятся воспользоваться вашими слабостями и привести к разрушению. Ангелы говорят, быть наблюдательным, и наблюдательным позволяет распознать истинные намерения окружающих. Помните, что не все улыбки желают вам успеха, некоторые скрывают темные мотивы. Бог направляет вас, держите свое сердце открытым для любви и сострадания. Это истинные силы, которые движут миром и приносят мир в вашу душу. Напишите 7272 и продолжайте распространять свет и любовь, которые я поместил в ваше сердце. Ваша жизнь – свидетельство моей любви и благодати, и через нее вы можете коснуться и изменить жизни многих людей. «Ибо я знаю, какие мысли лелею о тебе, — говорит Господь, — мысли о мире, а не о зле, чтобы дать тебе конец, на который ты надеешься». Иеремия 29:11. Этот стих находится в книге Иеремии, где Бог обращается к народу Израиля, находившемуся в изгнании в Вавилоне. Бог через пророка Иеремию уверяет людей, что, несмотря на трудные обстоятельства, у него есть планы для них мира и процветания, а не разрушения, обещая будущее, полное надежд. Для нас сегодня этот стих является мощным напоминанием о том, что у Бога есть цель для нашей жизни. Даже когда мы сталкиваемся с проблемами и трудными временами, мы можем верить, что у Бога есть хорошие планы для нас. Он желает нашего благополучия и работает, чтобы дать нам будущее, полное надежд. Этот стих побуждает нас доверять всевластию Бога и верить, что Он всегда действует ради нас, даже если мы этого не видим. «Сын мой, — говорят ангелы, — взгляни внимательно на ситуацию, в которой ты находишься. Каждый раз, когда вы скрываете правду, вы создаете барьер для своего личного и духовного роста. Бог направляет вас, и настоящая жизнь приносит больше пользы, чем любое ложно полученное признание. Истина может быть трудной, но она всегда является основой полноценной и осмысленной жизни. Признание и принятие того, что события прошлого сформировали вашу нынешнюю реальность, может стать первым шагом к освобождению от старых связей. Этот мужественный поступок открывает путь к исцелению и обновлению. Ангелы говорят, что благодаря свету осознания вы можете увидеть тени своего прошлого как уроки, а не как бремя. Пусть это видение превратит вашу боль в силу и мудрость. Если вы позволите себе взглянуть в лицо боли прошлого и подвергнуть сомнению ее, а не прятать ее под маской безразличия, это может принести удивительное облегчение. Это необходимый процесс для истинного освобождения. Согласованность между вашими чувствами и разумом имеет основополагающее значение для личной целостности. Только тогда вы сможете чувствовать себя полноценным и целостным как внутренне, так и в отношениях с другими людьми. Бог руководит тобой, сын мой, во всех проявлениях любви.
Позвольте разуму сопровождать ваши эмоции, вести вас к действительно полезным и справедливым проявлениям, укреплять ваши связи и уважать свое существо. Влечение к материализму свойственно человеку, но преодоление этих тенденций божественно. Найдите в себе силы противостоять пустым обещаниям, предлагаемым жадностью. Ангелы предупреждают: будьте осторожны, когда идете по дорогам, которые обещают больше, чем могут дать. Блеск, завораживающий взор, часто скрывает шипы, ранящие душу. Жалость и милосердие – характеристики истинных детей света. Держитесь подальше от поведения, которое можно рассматривать как жестокое или вредное, поскольку оно только отвлечет вас от божественного пути. Бог хранит тебя, сын мой. Помните, что быть главным героем кошмара – это роль, к которой никто не должен стремиться. Выберите быть носителем надежды и света в жизни своих братьев и сестер. Сопротивляться тому, что предназначено только для удовлетворения собственных желаний, значит вступать в ненужный конфликт со Вселенной. Принятие и понимание – ключ к гармоничному существованию. Ангелы предупреждают, что оспаривание открытых истин может привести к внутренним битвам, которые изматывают ваш дух. Этих конфликтов можно избежать, если верить и доверять руководству, которое вы получаете свыше. Ваш путь сейчас может показаться трудным, но каждый шаг к упорству готовит вас к будущим триумфам. Поверь мне, моей силы достаточно, чтобы поддержать тебя, сын мой. Ангелы говорят: ничто не напрасно, и даже самые мрачные дни созданы для того, чтобы сформировать ваш дух для борьбы с жизненными битвами. Поверьте, что каждое испытание приближает вас к тому, кем вы действительно хотите быть. Тщеславие не только отдаляет ваше сердце от истинных ценностей, но и подвергает вас духовному риску. Там, где есть чрезмерная напористость, есть опасность. Берегите себя, чтобы ваш свет не померк в глазах других. Зависть – это тень, преследующая тех, кто гордо и высокомерно ставит себя выше других. В великом небесном плане каждая нить важна для окончательного замысла. У каждого человека, который встречается на вашем пути, есть цель – либо научить вас, либо учиться вместе с вами. Не искажайте эти встречи чувством мести. Сила прощающего сердца неизмерима в глазах человеческих, но вполне осознается в небесном царстве. Будьте сильными не вместе, а в способности преодолевать невзгоды и превращать их в уроки любви и мира. Ангелы говорят: любой вызов – это возможность для роста. Вместо того, чтобы бояться испытаний, примите их, они ценны и долговечны. Бог хранит тебя, сын мой. Поднимите свой дух посредством молитвы и медитации. Эти моменты соединения с Божественным обновляют вашу энергию и очищают разум, позволяя вам смотреть на ситуации с мудростью и проницательностью. Доверьтесь Божественному плану, даже когда он вам не ясен. Помни, сын мой, что жизнь – это драгоценный дар. Живите с целью и намерением, цените каждый момент. Не позволяйте страху или сомнениям помешать вам следовать своей мечте и полностью раскрыть свой потенциал. Верьте в себя и в те способности, которые дал вам Бог. Ангелы предупреждают: избегайте сравнения себя с другими, поскольку у каждого человека свой путь и свои испытания.
Сосредоточьтесь на том, чтобы стать лучшей версией себя, верной своему существу и своим ценностям. Самосравнение может привести к разочарованию и потере внимания к тому, что действительно важно. Сын мой, на каждом рассвете возобновляй свою приверженность истине, состраданию и честности. Живите согласно божественным принципам, и вы обретите мир, радость и удовлетворение. Бог любит вас безоговорочно и всегда присутствует, направляя и защищая вас на каждом этапе пути. Представьте себе глубокую радость, которую невозможно полностью объяснить словами, радость, которая превосходит обстоятельства и наполняет ваше сердце божественным удовлетворением. Петр, один из учеников Иисуса, делится с нами преобразующей истиной. Мы любим Иисуса, хотя и не видели Его физически. Наша вера зависит не от визуальных переживаний, а от глубоких и духовных взаимоотношений. Хотя мы не видим нашего Спасителя физически, наше сердце переполняется любовью к Нему. Вера является основой этой связи, которая заставляет нас верить в Иисуса и принимать Его послание о любви, прощении и спасении. Более того, вера приносит нам неописуемую радость, полную славы, способную исцелить наши печали и тревоги. Представьте себе радость настолько глубокую, что ее невозможно полностью объяснить словами, радость, превосходящую внешние обстоятельства и наполняющую наше сердце божественным удовлетворением. Поэтому верьте, что даже перед лицом кажущегося невозможного для Господа нет ничего недостижимого. Ваша любовь к Иисусу и ваша вера – это путь к спасению ваших душ. Радость, которую я испытываю, не только мимолетна, это радость, которая остается со мной, даже когда я переживаю трудности и проблемы. Петр напоминает нам, что эта радость является частью пути к достижению нашей главной цели – спасения нашей души, которая приходит через нашу веру в Иисуса Христа. Даже если мы этого не видим, мы призваны верить в Него. Нам дарована радость, выходящая за пределы обстоятельств. В трудные времена эта радость поддерживает нас. В счастливые минуты Он расширяется. И эта радость не временная, а вечная и указывает на спасение, которое уготовил нам Бог. Я верю в Иисуса и подтверждаю Его Слово. Оно было раскрыто, украшено и тронуто божественным прикосновением Бога. За кулисами происходят удивительные вещи. Господь работает и творит чудеса, и ваше собственное чудо вот-вот произойдет. Он открыто заявляет, что Иисус есть Господь, и верит, что Бог воскресил Его из мертвых. Поделитесь этим сообщением с теми, кто тоже верит и пишет: «Иисус есть Господь». Господь говорит, что Вселенная готовит вас к великому возвращению. Потерянное будет найдено, а поврежденное вскоре будет восстановлено. Будьте готовы к большим благословениям и возможностям. Верьте, что следующая неделя будет наполнена радостью, замечательными людьми, благословениями и выдающимися результатами. Ваши дни страданий, давления и испытаний подходят к концу. Освобождение с небес – это разрыв цепей порока, печали и депрессии. Вселенная изливает на вас изобилие, превосходящее любые ожидания. Все, о чем вы горячо молились, становится реальностью. Позвольте мне продолжать говорить вам, что я рядом с вами, готов подарить вам радость, процветание и прочный мир.
Я никогда не игнорирую ваши молитвы, хотя мои ответы иногда могут вас удивить. Ваша улыбка будет восстановлена, излучая любовь, и все потери, которые вы понесли в прошлом, будут возмещены мной со всей моей любовью. Люди могут не выполнять своих обещаний, но вы можете твердо доверять мне. Я буду направлять вас по правильному пути в вашем путешествии, ясно выражая свою поддержку, даже когда вы совершаете действия, которые не видны вашим глазам. Так что продолжайте молиться, сохраняйте веру и доверяйте моему руководству. Как написано в послании к Филиппийцам 4:6-7, не заботьтесь ни о чем, но во всяком случае молитесь и с благодарением предлагайте мне свои просьбы. Мир мой, превосходящий всякое человеческое понимание, наполнит сердце ваше и сохранит разум ваш в Христос Иисус. В этом беспокойном мире, где тревоги и неуверенность могут легко одолеть вас, помните, что Бог всегда с вами, направляя и защищая вас на каждом этапе пути. Тот факт, что вы здесь слушаете, означает, что существует божественная цель и намерение. Бог хочет разорвать ваши цепи, чтобы вы не оказались в ловушке бесконечного цикла желаний и зависимости. Вместо этого Он хочет, чтобы вы были маяком поддержки и щедрости, помогая другим выстоять, полагаясь на их веру во Всемогущего. Прославьте Господа, написав в комментариях «Слава Богу». Бог хочет, чтобы вы осознали, что, когда вы обратитесь к Нему, обо всех ваших нуждах позаботится. Поняв эту связь с духовной сферой и Царством Божьим, вы испытаете глубокую трансформацию. Это изменение приведет к тому, что вы примете менталитет дающего, а не только получающего. Чтобы поддержать это, я поделюсь местами Писания, которые подчеркивают важность этого перехода и его основу в библейских учениях. Принцип – это руководящее убеждение, которое влияет на наше поведение и существование. Принятие этого принципа необходимо для соответствия Божьему плану для вас. Но прежде чем мы углубимся в это, давайте присоединимся к короткой, но мощной молитве. С сердцами, переполненными верой, помолимся. Небесный Отец, когда мы собираемся как ищущие и христиане, мы смиренно подчиняемся Тебе. Пусть я буду просто инструментом Твоей глубокой мудрости. Я стремлюсь уменьшить свои собственные мысли и усилить только Твой голос. Пусть мои слова будут истиной. Отражение Твоего учения я молюсь, чтобы те, кто слушает, были глубоко тронуты и позволили Твоему учению принести плоды в их жизни, показав свободу и благословение, которые Ты им даешь. Откройте их сердце и умы, дайте им ясность и понимание, чтобы они могли принять. Ваша воля и способность возвышать других во имя Иисуса. Аминь. Запечатайте эту молитву, оставив сердечное «Аминь» в комментариях ниже. Дорогие братья и сестры, я верю, что ваше присутствие здесь имеет божественную причину, и я призываю вас поделиться этим посланием. Поделитесь этим с теми в вашей жизни, кто, кажется, застрял в цикле постоянной нужды, постоянного взятия денег в долг или поиска помощи. Это послание не для критики, а для освобождения, потому что желание Бога освободить не только их, но и вас. В своем путешествии я встретил много таких душ. Сердце мое, отголосок намерений Божьих, жаждет Твоего благополучия. Я молюсь за них, признавая, что, хотя они могут и не подозревать об этом,
мы знаем Божий план для их процветания и самодостаточности. Очень важно понимать, что Бог хочет, чтобы вы были дающим, а не только получающим. Если задуматься над Второзаконием, главой 28, стихами 12 и 13, то станет ясно, что Бог обещает благословение, гарантируя процветание во всех начинаниях. Те, кто находится в постоянной нужде, должны изменить свое мнение и достичь откровения своей личности в Боге. Это осознание имеет решающее значение, потому что без него вы всегда будете чувствовать себя неполноценными. Понимание своей роли в великом замысле Божьем создает уверенность и целеустремленность. Это доверие, основанное на вере и понимании, является катализатором трансформации, ведущим вас к жизни в изобилии и щедрости, как предначертано Богом. Временами, когда уверенность ускользает от вас, вы можете обнаружить, что не решаетесь осуществить свои мечты. Эта нерешительность, порожденная недостатком внутренней уверенности, может помешать вам ставить амбициозные цели, достигать больших достижений или придерживаться тех стандартов, которых вы заслуживаете. Эта неуверенность может заставить вас усомниться в пути, который Бог проложил для вас. Часто те, кто постоянно ищет помощи, финансовой или эмоциональной, не могут по-настоящему осознать силу и дары, которыми их благословил Бог. Они могут сомневаться в своем потенциале, том самом потенциале, которым, как знает Бог, они обладают. Это внутреннее сомнение может омрачить их веру в плодотворность своих усилий, заставляя их полагаться на достижения других, а не развивать свои собственные. Подтвердите свою благодарность Создателю, написав в комментариях «Спасибо тебе за все, Господи». Этот менталитет – это не только недостаток уверенности в себе, это духовная тьма, которая заставляет людей чувствовать себя имеющими право на благословение и успехи других. Но сегодняшняя цель – привести вас к ясности и просветлению. Путь к освобождению от этих цепей лежит в истине и Слове Божьем. Когда мудрость Божья просвещает ваш разум, тени сомнений и невежества не могут продолжаться. Знание – мощный инструмент, однажды выученный, его невозможно разучить. Бог стремится благословить все ваши усилия, но очень важно верить в себя и Его план для вас. Когда уверенность омрачает ваше видение, ваши действия могут отражать эту неопределенность. Вы можете усомниться в ценности своих усилий и сомневаться в том, принесут ли они значимые результаты. Внимательно слушайте слова, которые люди используют, обсуждая свои стремления и достижения. Это может раскрыть ваш менталитет. Божья воля для вас, согласно 28 главе Второзакония, стихам 12 и 13, ясна. Он хочет, чтобы вы процветали, руководили и занимали ответственные должности. Сущность истинной силы заключается не только во власти, но и в уверенном признании и принятии уникальной личности, которую Бог создал для вас. Если вы узнали и приняли это, напишите «Я принимаю это». Понимание божественной цели гарантирует, что никто не сможет обмануть вас относительно вашей ценности. Следовать заповедям Господа крайне важно. Многие из тех, кто оказывается в постоянной нужде, часто отклоняются от учения Бога, что приводит к снижению чувства собственного достоинства и веры. Неверие в Бога часто отражает неверие в себя. На протяжении всего Священного Писания, особенно в 8 главе Второзакония,
становится ясно, что цикл бедности и зависимости никогда не был намерением Бога для его детей. Понимая Божьи пути, как это делал Моисей, вы можете распознать, где находится Божье благословение и благосклонность. И если вы согласны с этим, отметьте, пожалуйста, в комментариях, написав «согласен». Понимая Божьи пути, как Моисей, мы можем понять, в чем заключаются божественные благословения и благосклонность. И если вы согласны, пожалуйста, выразите свое согласие в комментариях, написав «согласен». Иисус сказал самаритянке: «Всякий, кто выпьет эту воду, снова захочет жаждать». При этом Иисус подчеркнул, что мирские удовольствия приносят лишь временное удовлетворение по сравнению с вечным изобилием, которое предлагает Бог. Важно поделиться тем, что Бог положил мне на сердце. Некоторые служения могут предложить временное облегчение или решение, но без подлинного Божьего помазания они не принесут долговременного преобразования. Слушание таких служений может принести временное облегчение, но истинное удовлетворение, которое наполняет и преображает, может прийти только из сферы Духа Божьего. Ваше путешествие с Богом должно искать подлинное духовное питание, направлять вас на истинное служение, погружаться в Божье Слово и искать Его присутствие. Они найдут вечное удовлетворение в живой воде, утоляющей всякую жажду. Помните, что духовный рост – это не только получение благословений, но и углубление ваших отношений с Богом, понимание Его путей и исполнение Его заповедей. Если вы желаете стать ближе к Богу, пригласите меня двигаться вперед. Его учение дает результаты, которые излучают величие Бога, потому что Он живет в вас, как фонтан, бьющий из глубин вашего существа. Эта божественная трансформация начинается в сердце и душе, которая в конечном итоге излучается. Ваши личные обязательства, финансовые решения и благополучие будут соответствовать Божьим путям. Когда благословения в таких областях, как финансы, здоровье или отношения, кажутся недостижимыми, Бог уверяет, что вода, которую Он дает, станет вечным источником жизни. В истинном служении есть жизненная сила, сила в словах, сказанных с верой, которые могут изменить динамику вокруг вас. Учение Бога безгранично и превосходит ограничения пространства и времени. Если вы в это верите, выразите свою веру, написав в комментариях «Верю». Дорогие братья и сестры, мне не нужно физически присутствовать, чтобы молиться за ваше благополучие, и мне не нужно быть рядом, чтобы повлиять на позитивные изменения в вашей жизни. Эта вода настолько сильна, что мне не нужно испытывать жажду или возвращаться сюда, чтобы набрать ее. Погрузитесь глубже в 11 главу Второзакония, 14 стих. В этом отрывке говорится о щедрой земле, обещанной Богом, где нисходят благословения и где изобилуют процветание и благополучие. Это свидетельство величия нашего Бога. Ответьте на зов Божественного Духа, приведя вас к местам поклонения, духовным лидерам и божественным учениям. Укрепите свою веру в этих святынях, и вы станете свидетелем радикальных перемен во всех аспектах своей жизни. В вашем присутствии, как железо точит железо, ваша вера будет укреплять веру других, действуя как магнит, притягивая их ближе к обещанным благословениям. Процветание, которое Бог предназначил вам как наследие, найдет свой путь к вам.
сияющая, здоровая версия вас самих, которую предвидит Бог, проявится в вашем настоящем. Эта трансформация – недалекая мечта, это неизбежная реальность. Крайне важно, чтобы вы настроились на голос Бога и следовали Его указаниям о том, куда путешествовать, куда инвестировать и как расти. Проявите свою любовь к Создателю, написав в комментариях «Я люблю Тебя, Господь». Духовный рост для таких людей может оказаться пагубным, особенно когда они стремятся к выздоровлению в различных сферах своей жизни. Вместо этого перейдите к служениям и духовным лидерам, на которых Бог излил свои благословения. Когда вы сеете семена веры в плодородную почву, они не только прорастут, но и почти сразу же прорастут и принесут плоды. Недавно мне вспомнилась трогательная история. Один человек поделился своим опытом получения семени веры в служение, благословленном Богом. Дух лишь призывает вас возвысить вас, создавая цикл роста и совершенствования. Хотя я не собирался доносить это послание сегодня, я отвечаю, когда Бог призывает. Я дорожу этими моментами божественного общения и охотно делюсь ими. Эти слова – сокровища, направленные вам Богом. Более того, сегодняшнее послание способно освободить многих, но может не понравиться всем просто потому, что некоторые не находятся на восприимчивой стадии своего пути. Однако тот факт, что вы слушаете здесь, означает, что есть цель – божественное намерение. Бог хочет разорвать ваши цепи, чтобы вы не оказались в ловушке бесконечного цикла желаний и зависимости. Вместо этого Он хочет, чтобы вы были маяком поддержки и щедрости, человеком, который помогает другим стоять твердо, полагаясь на их веру во всемогущего. Прославьте Господа в комментариях, написав «Слава Богу». Бог хочет, чтобы вы осознали, что, когда вы обратитесь к Нему, обо всех ваших нуждах позаботятся. Поняв эту связь с Духовным Царством и Царством Божьим, вы испытаете глубокую трансформацию. Это изменение приведет вас к такому мышлению, при котором вы станете дающим, а не только получателем. Чтобы поддержать это, я поделюсь местами Писания, которые подчеркивают важность этого перехода и его основу в библейских учениях. Принцип – это по определению руководящее убеждение, которое влияет на наше поведение и существование. Принятие этого принципа необходимо для соответствия Божьему плану для вас. Но прежде чем мы углубимся в это, давайте присоединимся к короткой, но мощной молитве. С сердцами, переполненными верой, давайте помолимся. Отец Небесный, когда мы собираемся вместе как искренние искатели, мы смиренно подчиняемся Тебе. Пусть я буду просто инструментом Твоей глубокой мудрости. Я стараюсь уменьшить свои собственные мысли и просто расширить их. Ваш голос, пусть ваши слова будут истинным отражением вашего учения, и я молюсь, чтобы те, кто слушает, были глубоко тронуты, чтобы ваши учения принесли плоды в их жизни, показывая свободу и благословение, которые вы им даете. Дайте им ясность и понимание, чтобы они могут принять вашу волю и иметь возможность воодушевлять других. Аминь. Запечатайте эту молитву, оставив сердечное «Аминь» в комментариях ниже, дорогой брат, дорогая сестра. Я верю, что ваше присутствие здесь имеет божественную причину, и я призываю вас распространить это послание. Поделитесь этим с теми в вашей жизни, кто, кажется, застрял в цикле постоянной нужды, постоянного взятия денег в долг или поиска помощи.
Это послание не для критики, а для освобождения, потому что желание Бога освободить не только их, но и вас. В своем путешествии я встретил много таких душ. Сердце мое, отголосок намерений Божьих, жаждет Твоего благополучия. Я молюсь за них, признавая, что, хотя они могут и не подозревать об этом, мы знаем Божий план для их процветания и самодостаточности. Во-первых, важно понять, что Бог хочет, чтобы вы были дающим, а не только получающим. Если задуматься над 28 главой Второзакония, 12 и 13 стихами, станет ясно, что Бог обещает благословение, гарантируя процветание во всех начинаниях. Те, кто находится в постоянной нужде, должны изменить свое мнение и достичь откровения своей личности в Боге. Это осознание имеет решающее значение, потому что без него вы всегда будете чувствовать себя неполноценными. Понимание своей роли в великом замысле Божьем создает уверенность и целеустремленность. Это доверие, основанное на вере и понимании, является катализатором трансформации, направляя вас к жизни в изобилии и щедрости, как предначертано Богом. Временами, когда уверенность ускользает от вас, вы можете обнаружить, что не решаетесь осуществить свои мечты. Эта нерешительность, порожденная недостатком внутренней уверенности, может помешать вам ставить амбициозные цели, достигать больших достижений или придерживаться тех стандартов, которых вы заслуживаете. Эта неуверенность может заставить вас усомниться в пути, который Бог проложил для вас. Часто те, кто постоянно ищет помощи, финансовой или эмоциональной, по-настоящему не осознают силы и даров, которыми их благословил Бог. Они могут сомневаться в своем потенциале, том самом потенциале, которым, как знает Бог, они обладают. Это внутреннее сомнение может омрачить их веру в плодотворность своих усилий, заставляя их полагаться на достижения других, а не развивать свои собственные. Подтвердите свою благодарность Создателю, написав в комментариях «Спасибо тебе за все, Господи». Этот менталитет – это не просто недостаток уверенности, это духовная тьма, которая заставляет людей чувствовать себя имеющими право на благословение и успехи других. Но сегодняшняя цель – привести вас к ясности и просветлению. Путь к освобождению от этих цепей лежит в истине и Слове Божием. Когда мудрость Божья просвещает ваш разум, тени сомнений и невежества не могут продолжаться. Знание – мощный инструмент, однажды выученный, его невозможно разучить. Бог стремится благословить все ваши усилия, но очень важно верить в себя и Его план для вас. Я молюсь, чтобы те, кто слушает, были глубоко тронуты, чтобы ваши учения принесли плоды в их жизни и показали благословения, которые вы им даете. Откройте их сердце и умы, дайте им ясность и понимание, чтобы они могли принять вашу волю и воодушевить других. Во имя Иисуса. Аминь. Оставьте эту молитву с сердечным «Аминь» в комментариях. Дорогой брат, дорогая сестра, я верю, что ваше присутствие здесь имеет божественную цель, и я призываю вас распространять это послание. Поделитесь этим с теми в своей жизни, кто, кажется, застрял в цикле постоянной нужды, постоянно занимая деньги или обращаясь за помощью. Это послание не для критики, а для освобождения, поскольку желание Бога освободить не только их, но и вас. В своем путешествии я встретил много таких душ. Мой разум, отражение намерений Божьих,
жаждет твоего благополучия. Я молюсь за них, признавая, что, хотя они и не осознают этого, мы знаем, что у Бога есть план для их процветания и самодостаточности. Во-первых, важно понять, что Бог хочет, чтобы вы были дающим, а не только получающим. Если задуматься над 28 главой Второзакония, 12 и 13 стихами, станет ясно, что Бог обещает благословение, гарантируя процветание во всех начинаниях. Те, кто постоянно находится в нужде, должны изменить свое мнение и достичь откровения своей личности в Боге. Это осознание имеет решающее значение, потому что без него вы всегда будете чувствовать себя неполноценными. Понимание своей роли в великом замысле Божьем создает уверенность и целеустремленность. Это доверие, основанное на вере и понимании, является катализатором трансформации, направляя вас к жизни в изобилии и щедрости, как предначертано Богом. Иногда, когда вам не хватает уверенности, вы можете колебаться в реализации своей мечты. Эта нерешительность, порожденная недостатком внутренней уверенности, может помешать вам ставить амбициозные цели, достигать больших достижений или придерживаться тех стандартов, которых вы заслуживаете. Эта неуверенность может заставить вас усомниться в пути, который Бог проложил для вас. Часто те, кто постоянно ищет помощи, финансовой или эмоциональной, по-настоящему не осознают силу и дары, которыми их благословил Бог. А они могут сомневаться в своем потенциале, том самом потенциале, которым, как знает Бог, они обладают. Это внутреннее сомнение может омрачить их веру в плодотворность своих усилий, заставляя их полагаться на достижения других вместо того, чтобы развивать свои собственные. Подтвердите свою благодарность Создателю, написав в комментариях: «Спасибо Тебе за все, Господи». Этот менталитет – это не просто недостаток уверенности, это духовная тьма, которая заставляет людей чувствовать себя имеющими право на благословение и успехи других. Но сегодняшняя цель – привести вас к ясности и просветлению. Путь к освобождению от этих цепей лежит в истине и Слове Божьем. Когда мудрость Божья просвещает ваш разум, тени сомнений и невежества не могут продолжаться. Знание – мощный инструмент, однажды выученный, его невозможно разучить. Бог стремится благословить все ваши усилия, но очень важно верить в себя и Его план для вас. Когда уверенность омрачает ваше видение, ваши действия могут отражать эту неопределенность. Вы можете усомниться в ценности своих усилий и сомневаться в том, принесут ли они значимые результаты. Внимательно слушайте слова, которые люди используют, обсуждая свои стремления и достижения. Это может раскрыть ваш менталитет. Божья воля для вас, как сказано в 28 главе Второзакония, стихах 12 и 13, ясна. Он хочет, чтобы вы процветали, руководили и занимали ответственные посты, но не доминировали, а играли роль, которая позволяет вам руководить и воодушевлять других. Сущность истинной силы заключается не только в власти, но и в уверенном признании и принятии уникальной личности, которую Бог создал для вас. Если вы это узнаете и примете, напишите в комментариях «Принимаю». Понимание божественной цели гарантирует, что никто не сможет обмануть вас относительно вашей ценности. Следовать заповедям Господа крайне важно. Многие из тех, кто оказывается в постоянной нужде, часто отклоняются от учения Бога,
что приводит к снижению чувства собственного достоинства и веры. Неверие в Бога часто отражает неверие в себя. На протяжении всего Священного Писания, особенно в 8 главе Второзакония, становится ясно, что цикл бедности и зависимости никогда не был намерением Бога для его детей. Такие состояния часто возникают в результате внешних негативных воздействий или внутренних неблагоприятных установок. Постоянная зависимость от других указывает на то, что человек может находиться под влиянием злых сил или идеологий. Чтобы подтвердить это, рассмотрим 82-й Псалом, стихи 4 и 5, в которых подчеркивается важность помощи нуждающимся не только материальными средствами, но и путем устранения коренных причин их ситуации. Простое пожертвование может принести временное облегчение, но истинное спасение заключается в освобождении людей от влияний, которые удерживают их в бедственном состоянии. Священное Писание подчеркивает духовную тьму, с которой сталкиваются многие, и важность признания нашего божественного наследия как детей Божьих. Псалом раскрывает важность не только оказания немедленной помощи, но и понимания и решения более глубоких проблем, с которыми сталкиваются нуждающиеся. Недостаточно предложить денежную помощь, важно понять, почему кто-то постоянно находится в состоянии дистресса. Это место Писания дает представление о нашей истинной природе и напоминает нам о нашем божественном происхождении. Всегда помните об этом правиле и сразу подтверждайте его в комментариях, написав «Мое правило божественное». По сути, хотя крайне важно помогать нуждающимся, не менее важно расширять их возможности, помогать им преодолевать трудности и осознавать внутри себя божественную силу. Бог никогда не провозглашал, что человечество воплощает его сущность, однако, поскольку мы отличаемся от него, нельзя отрицать, что мы созданы по его божественному образу. Это понимание имеет основополагающее значение для нашего существования, особенно когда многие чувствуют себя в ловушке безжалостного цикла потребностей в поисках ответов и средств к существованию. Эти души требуют глубокого осознания, признания своей внутренней ценности и идентичности в глазах Бога. Когда такое откровение приходит к вам, оно глубоко меняет вашу точку зрения. Внезапно вы понимаете не только то, кем вы являетесь на самом деле, но и то, кем вы не являетесь. Эта новообретенная мудрость естественным образом направляет ваш выбор, уводя вас от путей, которые больше не резонируют с вашей божественной личностью. Задумаемся над словами Псалма 1, стихи 1-3. «Блажен человек, который не ходит на совет нечестивых, и не становится на пути грешников, и не сидит на престоле ругателей, но он наслаждается законом Господним и размышляет о законе его день и ночь». Имея ясное понимание своей божественной сущности, вы дистанцируетесь от неправедного влияния. Вы понимаете, что общение с теми, кто сеет злые дела, пожнет только горе. Очень важно осознать свой другой путь и отделить себя от последствий других. Ваши благословения проистекают из вашего соответствия Божьим принципам. Наслаждайтесь Его учениями, цените их и размышляйте над ними непрестанно, ибо, поступая так, вы позиционируете себя как дерево, прочно укорененное у кромки воды, приносящее плоды в свое время жизни, ни в чем не нуждающееся от своих соседей и щедро обеспечивающее всех. Теперь он восхваляет Господа, написав «Хвалите Бога».
Очень важно осознать свой собственный путь и дистанцироваться от последствий других. Ваши благословения приходят от вашего соответствия Божьим принципам. Наслаждайтесь Его учениями, цените их и постоянно размышляйте над ними. При этом Он позиционирует себя как дерево, прочно укорененное у воды, приносящее плоды в свое время и ни в чем не нуждающееся в соседях, но при этом щедро обеспечивающее всех. Теперь славьте Господа, написав «Хвалите Бога». Устойчивость и процветание этого дерева символизируют его потенциал для роста в благодати Божией. Второзаконие, глава 28, стихи 12-13 перекликаются с аналогичным посланием, подчеркивая силу, получаемую от принятия учения Бога. Этот отрывок подчеркивает ваш потенциал процветания, вознесения и излучания силы, а не слабости. К сожалению, некоторые остаются в ловушке постоянной зависимости, постоянно ища финансовой или эмоциональной помощи. Этим людям срочно необходимо понять свою данную Богом идентичность. Псалом 84 взывает о спасении этих утомленных душ и призывает не только к материальной помощи, но и к духовному освобождению. Признание своей личности в Боге вызывает трансформацию, которая меняет не только ваше мышление, но также ваши действия и взаимодействия. Он начинает изображать честь, честность и совершенство, и больше не удовлетворяется простыми работами других. Отвергая эту ситуацию, вы возноситесь, расширяете возможности и укрепляете. С этой возвышенной позиции вы не только питаете себя, но и протягиваете руку помощи другим, отражая Божий замысел для вас. Наше удовлетворение охраняет важное понимание. Наше взаимодействие с другими часто отражает наши отношения с Божественным. Если мы постоянно обращаемся к Богу со списком требований, ища решения наших бесконечных нужд, мы невольно занимаем такое же отношение и к другим. Этот менталитет сосредоточен исключительно на прибыли, пренебрегая возможностями внести свой вклад и служить. Учитывайте это, обращаясь к кому-то, у кого есть ресурсы. Вместо того, чтобы спрашивать, сколько вы можете заработать, спросите, как вы можете служить этому человеку или почтить его. Следовать учению Христа значит искать способы служить Ему и человечеству. Этот сдвиг парадигмы не только обогащает ваше духовное путешествие, но также трансформирует ваши повседневные отношения и взаимодействия, приводя вас к жизни с большей целью и смыслом. Эти слова – якорь надежды и мира. Не позволяйте тревоге быть бременем в вашей жизни. Вместо этого отдайте мне свои заботы через молитву. Молитва – это не только способ изложения своих просьб, но и момент общения со мной, Создателем Вселенной. Когда ты стоишь перед моим престолом благодати, ты делишься своими страхами и желаниями со мной, с тем, кто знает тебя лучше, чем кто-либо другой. Мир, который я предлагаю, превосходит всякое человеческое понимание. Это мир, который охватывает ваше сердце и защищает ваш разум среди жизненных бурь. Этот мир не означает, что вы не столкнетесь с проблемами, а скорее, что у вас будет непоколебимая уверенность в том, что я рядом с вами и контролирую все. Когда вы отдаете мне свои заботы, вы открываете пространство для моего мира, который наполняет ваше сердце, позволяя вам спокойно и твердо противостоять невзгодам. Как вы можете применить эти принципы в своей жизни? Распознавайте тревогу,
когда она возникает, и сознательно решайте дать мне ее через молитву. Практикуйте благодарность и признавайте благословения, которыми вы уже обладаете. Доверьтесь моему обещанию мира, даже когда обстоятельства кажутся неспокойными. Можете ли вы рассказать мне обо всех своих проблемах, зная, что я готов выслушать и ответить? Пусть вы испытаете мир, превосходящий всякое понимание, если храните свое сердце и разум во Христе Иисусе. Напишите «Мир Господень воцаряется во мне», чтобы утвердить эти истины в своей сегодняшней жизни. Пусть каждый ваш шаг будет направляться путем добра, всегда стремясь принести пользу окружающим. Поделитесь этим посланием с теми, кого вы любите, и помогите распространить Евангелие Иисуса Христа. Прокомментируйте ниже, чтобы я знал, как я могу продолжать благословлять вас. Примите эту молитву вместе со мной. Господь, Ты неисчерпаемый источник благодати, который поддерживает нас в самые трудные моменты. Твоя любовь окружает нас и укрепляет нас, когда мы слабы. Ты — свет, который сияет во тьме и рассеивает наши страхи и неуверенность. В каждом испытании мы находим утешение в Вашем присутствии рядом с нами, которое, как мы надеемся, обновится, окутывая нас, как одеяло тепла и безопасности, позволяя нам смело и уверенно противостоять любым вызовам. Пусть наша вера в Бога и дальше укрепляет наше сердце во всех обстоятельствах жизни. Посреди невзгод будем помнить обещание, что во Христе мы обретем истинную радость, превосходящую все трудные времена. Пусть эта радость станет якорем нашей надежды, которая всегда ведет нас к любви и благодати, которые щедро предлагает нам Бог. Пусть наш путь будет отмечен непоколебимой верой в преобразующую силу Бога. Давайте будем инструментами Его мира и любви и поделимся этим посланием надежды со всеми вокруг нас. Пусть наша жизнь станет живым свидетельством чуда веры и стойкости в Боге. Пусть каждый день будет возможностью обновить нашу преданность Ему, ища Его руководство на каждом шагу, который мы делаем. Пусть наше общение с Богом будет укрепляться посредством молитвы и изучения Его слова, чтобы Его Святой Дух мог направлять нас и дать нам возможность достичь Его целей в нашей жизни. Давайте жить с уверенностью, что ничто не может отлучить нас от любви Божией, которая во Христе Иисусе, и что Он верен, чтобы завершить доброе дело, которое Он начал в нас. Пусть имя Иисуса будет превознесено во всех аспектах нашей жизни, ибо в Нем мы находим истинный мир и полноту жизни. Пусть наша вера станет маяком надежды для всех, кто встречается на нашем пути, показывая в действии преобразующую любовь Бога. Пусть каждое слово, которое мы говорим, и каждое действие, которое мы предпринимаем, отражают Его славу и Его искупительную силу. Закончу фразой: «Дорогой Божией сейчас наше сердце переполняются благодарностью, когда мы приближаемся к Тебе в молитве. Мы благодарны за каждый дар, жест любви и постоянную заботу в нашей жизни. Мы особенно благодарны за жертву Иисуса Христа, принесшего нам прощение, спасение и вечная надежда. Спасибо за Твоего Святого Духа, который направляет и укрепляет нас. Твоя безусловная любовь превосходит наши неудачи и несовершенства. В Твоей любви мы находим утешение, безопасность, цель и благодарность к Тебе во все моменты и обстоятельства. Спасибо, Отец, Сын и Святой Дух.
Мы молимся во имя Иисуса. Аминь. Пусть эти слова укрепят и направят вас сегодня и всегда.